Мамонта можно клонировать, так полагают корейские ученые и участники экспедиции «Северная Айкумена». Итоги летней экспедиции, прошедшей на острове Большой Лихавский, подвели накануне на пресс-конференции в музее Мамонта. Что стало поводом для такого громкого заявления, расскажет Розалия Борисова. Килограммы костей и сотни наименований еще на поле. На пресс-конференции лишь малая часть находок, но самые ценные. Летняя экспедиция «Северная Айкумена» стала сенсационной. Итоги одной экспедиции могут дать старт клонированию мамонтов и уже стали местом находки щенков исключительной сохранности. Останки – это и кости, и внутренние органы, и кожа, и даже шерсть. Такого щенка нет больше нигде в мире. У нас их целых 2. В 2011 году там же, на этом же месте была сделана находка щенка, который до сих пор не определен видовой принадлежности. Дело в том, что слишком юный возраст и не имение аналогов в мире, оно не позволяет определить точно, собака это или волк. Но, тем не менее, большинство ученых сейчас склоняются к тому, что это действительно щенок собаки. На одомашненность щенков указывают и другие находки – следы человека. Обработанных костей, фрагментов бивней явно обработанных. И в этом году тоже удалось найти несколько фрагментов костей, бивней, которые явно имеют следы отщепов. Может быть, подготовка для наконечника, дротика или копья. И другой фрагмент бивня, он, несмотря на то, что он очень короткий, имеет следы лощения. Здесь, то есть, явно, что им это было какое-то орудие. Аналогичные предметы найдены и на других стоянках, и в Якутии, и также в Восточной Европе. Собака это или волк, предстоит разработать совершенно новую программу и начать работать в совершенно новом направлении. И Якутия в этом деле станет центром новых исследований. Многолетняя мерзлота – особое хранилище. Именно благодаря природным условиям до наших дней доходят не только кости. На этот раз ученые обнаружили лапу и большой кусок кожи мамонта. Ученые из Кореи уверены, из кожи можно выделить живые клетки и клонировать животное. Работа в этом направлении в скором времени начнется. Итогами экспедиции заинтересовались специалисты со всего мира, в том числе и National Geographic. В скором времени начнется совместная работа, и особое внимание здесь уделят 2 щенкам. Главный вопрос, на который предстоит ответить ученым – были ли домашние собаки 12 тысяч лет назад. Розалия Борисова, Евгений Логинов, НК Саха, Якутск.